Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Неделя вынужденного отдыха и много других послаблений в связи с коронавирусом сегодня были озвучены Владимиром Путиным в ходе его обращения к народу. Закрепить одного-двоих специалистов с оборудованием, которое необходимо, чтобы они по вызову сразу и обеспечить их тоже транспортом. Глава Ингушетии сегодня проверил готовность больниц к принятию пациентов с подозрением на COVID-19. «29 семей, вынужденные переселенцы из Чеченской Республики и Северной Осетии, сегодня получили сертификаты на приобретение жилья. Планируем развивать такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, как мужской и женский баскетбол, также и волейбол, и шахматы. Сколько медалей заработали для региона и страны и какие объекты успели возвести? Итоги за 2019 год подвели в региональном министерстве спорта. Делаем сейчас поперечные уклоны, уравниваем, делаем виражи, чтобы машину не занесло. В Малгобекском районе реконструируют дорогу, ведущую в отдаленное селение Вежери-Юрт. Здравствуйте, это новости 24. Президент России Владимир Путин сегодня выступил с экстренным обращением к народу в связи с ситуацией с коронавирусом. Он подчеркнул, что главный и абсолютный приоритет руководства страны – жизнь и здоровье людей. Предлагаем вам полную версию. Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия просто даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией. И полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно. Но то, что мы уже можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан. К развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд. Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения. Людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски. Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной даты, 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей.
Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги. Прежде всего, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей. В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры. Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших 6 месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку. Также обращаю внимание, выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле. Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие 3 месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговые службы. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание. Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц.
пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учетом ситуации. Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей. Четвертое. Еще одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей. Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу. Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие 6 месяцев. В целом прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование. Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Вместе с тем, поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке. Шестое. Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях, чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы. Предлагаю в 2 раза, с 30 до 15% снизить для них размер страховых взносов.
такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней – 30%. Обращаю внимание, пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а что называется в долгую, на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам. И, наконец, предлагаю еще 2 меры. О них скажу отдельно. Первое. Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас 2/3 таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. И это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительства организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наших предложений, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны. Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые из таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире. Предложенные решения непростые, но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации 2 обозначенных мер, предлагают целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном. Уважаемые граждане России, все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас, нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на тот вызов, с которым мы сталкиваемся. Благодарю вас за внимание. В Магасе состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению инфекции коронавируса. Мероприятие прошло по итогам обращения президента страны Владимира Путина. Также обсудили дополнительные меры по недопущению распространения эпидемии вируса. Все подробности в нашем материале.
Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, открывая заседание, привел слова Владимира Владимировича, что важнее всего предпринять все меры предосторожности и проявить личную ответственность. На сегодняшний день у нас не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Это хорошо, но ситуация может измениться в любой момент. У нас рабочая ситуация. Мы должны в полной мере работать, особенно следить за жизнеобеспечением. То бишь вода, свет, газ. Каждый чиновник, начиная с меня, имейте в виду, мы несем большую ответственность. У нас сегодня нету этой беды. Поэтому все должны, понимаете, не полагайтесь там друг на друга. Пострахуйте. Мы должны, все ведомства сегодня должны одним вот отрядом выступить. Это не мое, это мое, не говорите. Помогайте друг другу. В рамках совещания обсуждался ход исполнения решений рабочей группы при Госсовете России по борьбе с коронавирусом и возможность принятия дополнительных защитных мер в республике. Руководитель региона призвал всех детально изучить и донести населению все пункты заявления президента России Владимира Путина. Обращаясь ко всем должностным лицам, федеральным, правительству, районным, городским, сельским поселениям. Изучите их. Изучите. Самое главное – донести для людей разъяснение подробно каждому человеку, каждому направлению. И при любых обстоятельствах сообщать в штаб. Сейчас, после обращения от социальной службы, все имейте в виду, внимательно изучите, и там особенно он подчеркнул несколько раз, многодетные, с детьми маленькие. Также Махмуд Али Калиматов в ходе совещания дал поручение обеспечить весь медицинский персонал, который осуществляет дежурство в непростое время. Руководитель региона сегодня лично проверил деятельность одного из обсерваторов, который функционирует на базе Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи. Обеспечено достаточным на месяц всеми необходимыми материалами. Единственное то, что я попросил, чтобы обязательно не забудьте, запишите это протокольно поручение, обеспечьте вот эту смену, которая будет, потому что она месяц, может быть, 2, может быть, не знаем. Значит, там женщины, там 4 врача, 6 медсестер, 3 санитарки. Поэтому закрепите, я просил, там, скорой помощи, именно их развозить. Потому что нам не надо, чтобы контактировали, даже кто, такси, чтобы не вызывали там они, там родственники не ездили. Берите, ставьте. То же самое по всем дежурства, кто есть, обеспечьте своим, кто сутками дежурит, чтобы была машина на развоз. Проследить главам районов все больницы, если там свет, еще раз проверьте. Подъезд, если там, ворота открываются, не открываются, сторож там есть. Я вам говорю, что-нибудь случится в этой ситуации, пощады не будет. Все посмотрите. Вот просто приехали в больницу, сколько у вас человек, надо вам помощь, неважно, вы на территории. Имеется в виду по безопасности. Мы рассчитываем на сохранение благополучной обстановки, но в то же время готовимся к любому повороту событий, заключил Махмуд Али Калиматов. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханеев, Рахман Суров. Новости 24. Ну а теперь подробно о том, как глава Ингушетии сегодня выехал с инспекционной поездкой. Он проверил готовность больниц к принятию пациентов с подозрением на коронавирус. Лично убедился, все ли медикаменты и реанимационные аппараты имеются в наличии. Махмуд Али Калиматов посетил Назрановскую районную больницу и оздоровительный центр в сельском поселении Сурхахи. Отметим, что по республике на экстренный случай созданы обсервации на 160 коек. Подробно у Светланы Томовой. Свою проверку глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов начал с Назрановской районной больницы. Всего здесь в 2 корпусах более 400 мест. Из них ровно половина коек могут в случае необходимости быть предназначены для пациентов, которые находятся на карантине. Вот эта больница, когда уже заболевшие люди будут, мы их здесь будем лечить. Здесь есть минимум оснащения, о котором вчера говорил Собянин Сергей Семенович. Тут есть рентген-аппарат, тут есть УЗИ-аппарат, тут есть лаборатория. Да, напишу. Тут есть кто, мы можем сюда поместить 200. Да. В один корпус.
Оба корпуса 411 – это расчетная потребность, которую нам дала Москва, рассчитала на наше население. Да. То есть у нас проблем с этим нет? Нет, нет. И нас обеспечено весь перечень, который нас Вот все требуется. то, что минимум, вот как минимальное оснащение, у нас все здесь есть. Все врачи прошли инструктаж. В наличии имеется все необходимое. 7 аппаратов ИВЛ, медикаменты. Также есть кислородная станция. Махмуд Али Калиматов отметил, что нужно обезопасить врачей, выделять им средства защиты и поощрять в работе. Также он подчеркнул, что нужно максимально лояльно относиться к каждому пациенту. Больница, если достойная, если врачи трудятся, если младший персонал трудится, если больница, надо и хвалить, и помогать, и вперед ставить таких людей. Далее Махмуд Али Калиматов направился в оздоровительный центр сельского поселения Сурхахим. Здесь организовали обсерваторию на 30 коек на 14 дней пребывания. Этот пункт обеспечен всем необходимым. Имеются одноразовые маски, медицинские перчатки, средства для дезинфекции, спиртовые салфетки для обработки. Запас материалов по мере необходимости планируется пополнять. Обсерваторы предназначены для людей, у которых нет признаков инфекции, но есть риск, что они заразились и могут заразить других. Здесь они на карантине. Отсиживаться. Будут сидеть, отдыхать. Если нет, Если нет, отпускаем домой. Это те, кто Если контактировал. обнаружим, то вашу туда, да? Когда в больницу. они вызывают на себя бригаду, бригада уже забирает. Сами они никуда не ходят, медики выезжают сюда, здесь дежурят медики, каждый находится под контролем. 14 дней прошло, ничего нет, даже домой. Если заболел, то в больницу. В завершении своей инспекционной поездки глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подбодрил всех врачей. Отметил, что ситуация находится под контролем и нет смысла наводить панику. Он еще раз напомнил о необходимости обеспечить медперсонал необходимой защитой. Я так понимаю, что у нас в целом все нормально. Панику не нужна, но еще раз хочу подчеркнуть. Обеспечьте врачей именно, медицинский персонал и санитарок защиты. Обеспечьте их. Потому что, я еще раз говорю, у нас есть свои обычаи, особенности. Вы замал, уахал, дари, там неважно, там маски, не маски, бежите сразу. Если вдруг чтобы вы говорили, надо объяснить, разъяснить, что не надо бежать, сломя голову туда, надо обеспечить себя. Потому что Цехалыч, плохо дачу. Понимаете? Врачи нужны, сестры нужны, санитарки нужны. Потому что без вас мы куда денемся. И общение свое ограничьте. Надо, чтобы вот закрепить одного-двоих специалистов с оборудованием, которое необходимо. Чтобы они по вызову сразу и обеспечили их тоже транспортом и еще чем-нибудь, и дезинфицирующими веществами. А в целом, вы что еще? Вы уж там это, я тут говорю такие серьезные, поэтому настрой должен быть хороший, доброта, присущая вам, и вперед. Как отметил директор оздоровительного центра, в обсерватор помещаются люди на 14 календарных дней. Именно столько длится инкубационный период при коронавирусе. Мы можем принять, значит, на карантин 30 человек. Все необходимые медицинские средства первой защиты необходимости, средства дезинфекции, все завезено, все в наличии. Территория подготовлена, все, что необходимо в данной ситуации по правилам, которые нам были спущены сверху. Центр готов, то есть мы в полной боевой готовности. Как отмечает министр здравоохранения Заря Мальянова, в стационарах проведена серия учений, которые позволяли на практике отработать действия медиков. В медицинских учреждениях на местах обеспечена возможность быстрой диагностики возбудителя. Также, по словам руководителя Минздрава, проводят постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа. В Ингушетии случаев заболевания коронавирусной инфекцией не регистрировалось. На режиме самоизоляции находится 196 человек. По словам представителей Роспотребнадзора, их количество было больше, но по истечению 14 дней многих сняли с карантина. Жители республики призывают соблюдать меры личной гигиены. Это частое мытье рук, маски носить, как можно меньше находиться в местах массового скопления людей. Если вы пришли с улицы, обязательно помыть руки,
Желательно также физраствором промывать нос, руками не касаться лица. Напомню, в Ингушетии закрыли на карантин общеобразовательные и дошкольные учреждения, спорткомплексы. Перенесены на май массовые мероприятия в честь 250-летия единения с Россией. Число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило отметку в 400 тысяч человек. Количество смертельных случаев составляет более 16 тысяч. Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции отделение Пенсионного фонда региона сокращает часы приема граждан с 9 утра до часу дня ежедневно. Жителям также рекомендуется обращаться за всеми необходимыми госуслугами дистанционно. Обратиться за любым вопросом к сотрудникам можно будет через личный кабинет на сайте фонда и портале госуслуг. В случае, если возникли вопросы относительно назначенных выплат, их можно направить через онлайн-приемную. Если жителю все же необходимо посетить офис Пенсионного фонда, ему лучше воспользоваться сервисом предварительной записи номера для звонков, которые вы сейчас видите на своих экранах. Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимы электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. По вопросам реализации права на дистанционные меры господдержки семей, имеющих детей, также можно обратиться дистанционно через электронный кабинет. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Самоизоляция во время эпидемии или карантин. На том, как следует поступать по возвращению на родину из дальних стран, в том числе и паломникам, совершившим малый хадж, рассказали имамы мечети Магаса и Барсуков. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллах, салату вассаламу аля набийна Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Тағына удариш динет латтыш долы хал чалған еді. За динен чах адмыштиқи лазер даржыр бахан долыш. Ахар бусул неяхы диқырды лазер лорвалары ши бахан долыжы, ши гірзид ацидалтыры. Паймару саллаллаху алейхи ва саллам әндіқ لا ضرر ولا ضرار تقطي بار زيدي إيش سخلر ما عنده قمال بيمر ده صلى الله عليه وسلم تقطي بار شينا أشيجر زيد عتدالتر تاق يلزر الج أي خزام شعب وصلنا هايقي قوش دينت عمر خليفة زمان شعب اشت وقوش دينا دق قوز ازر قرق دقات شلسة وصلنا لأجي لزر خند وصل دين ويجي آخر فت سو لزر دحل لزر بيمر عندك صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف بيمر صاحب سجودي صادق لزر قش ديان متشها قش مخك لزر قش ديان شو أشتخزتش دا يخدر جدو ودس ت مخك دا ما ولش نجاها شو دولش مخك از لزر قش دوالي ت مخكر آرم دولش يعني بيمر صلى الله عليه وسلم سبب عند ألشة لزر شيجر لا هايقي دعس داليد دعس دارشتر أخت لزر ساتو خر لزر سابر در الله هجر مارك تق الله قيلس ما داترك دكتيشا ولش دعه غلو خشين لوري درب تقدر زغملخ أندات غلو خجة تسجو ساتو خر لازر توليش وازو تيالي سنة بيمر صلى الله عليه وسلم حتى سجي ديقر ده توها شيء أرح خنول سك لازر قشتين شمتي خان سج شيء ديغا لازر قيت ديها الشخوالة وها سو عمن سناق بي قيكر الدر أنا عاش بوصب سجي ديقر دولجة حق دولجة حمد الله وزي ظلمة لازر لورد ولدي تطي برا هنز بي بلغل دوخش دو لازر سنة ناها يقي لازر داها ديرجيش اسمه هم ناها يقديجج بوصب سجي إل مشتخليز بوصب سجي دكتيشر مشتخليز يعني وي خاطر أوتيش جتر تحمد ده دال دي غير ما خد ده تسونيا خج تحقق هم سوقته واتش ليلر دواتش يه جتر شو كرزة ويانو واتش سيقر نقلاس بس
بوصل ميل وجو سك دكتي شاوة الله هندي غادوج دول حم أتى دوج دول حم خدوس دا القرآن شايوه قل عدا ليوخ بيهمرك لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وين قاتشني قاتش دات دال أتى دال دي غادوج دول حم تنو دكتي شادوي أما غدا تنسى تحن بحنجلخ بحنج لوردي تدلادوي يعني بيمر صلى الله عليه وسلم لازر دوزش ميتي تداو ينتو دار بلوخش خلش دار بليلدش خلش يعني بوصب سجي حيق ليت خلديستن دوج الحم اللور ولرتسا إيش لازر حقيقة الدواتش يأس حقيقة موت جنيسيوش ناخ از لازر دعت الدواتش تسح من سا اللورلوش خلويز بوصب سك يه شالا أو ملاقدر ده جترج فيها تقيستش يعني ديال قرد مستوج الحم بوصب ناخ داله ملا دوج دوزير ديتي قونخي دولش إزدي دوجي ويشق دال ديزلجي قيت تيسوي دال نزلو بيه اشتشق дал мог зиня зулмяглор боб. 29 семей сегодня получили сертификаты на приобретение жилья. Вынужденным переселенцам из Чеченской Республики и Северной Осетии их вручил лично исполняющий обязанности министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии Руслан Волков. Сертификаты выданы в рамках ведомственной целевой программы оказания господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг и госпрограмме страны обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Люди были действительно, которые жили прямо в бараках, это было 5 семей. И, конечно, это была первая очередная группа граждан, которые были инвалидами. Вот, мы выдали, мы надеемся, что за этот год мы охватим большую часть, и в следующем году мы вообще этот вопрос закроем. Вот. Поэтому будем прикладывать максимум усилий, чтобы у нас было все чисто, прозрачно, все эти вопросы. Я стараюсь с каждым человеком встретиться, чтобы не возникало никаких таких там накладок. Вот, и дай Бог им всем здоровья, чтобы они все реально улучшили свои жилищные условия. Яркие победы спортсменов и возведение новых современных передовых спортсооружений. Итоги за 2019 год сегодня подвели в региональном министерстве спорта. Там прошло заседание коллегии. Каких показателей достигли в одной из самых результативных сфер в Ингушетии, расскажет Диана Дударова. 127 спортивных мероприятий за 2019 год, в том числе чемпионаты России по дзюдо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, первенство СКФО по вольной борьбе, всероссийский турнир по боксу памяти Суланбека Асканова. Предыдущий год также пополнил копилку ингушских наград. 251 золотая медаль, 192 серебряных и 248 бронзовых. За этот же период ингушским спортсменам присвоено 13 званий мастера спорта. Но дальше больше. Минспорт Приоритетной задачей спортивное ведомство ставит поддержку молодых спортсменов и создание для них необходимых условий. На встрече подводят итоги 2019 и говорят о планах на 2020. Прошедший год в спортивной жизни региона выдался насыщенным не только яркими победами ингушских спортсменов, но и строительством новых спортивных сооружений. Минспорт Ингушетии участвует в региональном проекте «Спорт. Норма жизни». Он направлен на увеличение к 2024 году доли населения систематически занимающегося спортом до 55%. Благодаря этому проекту в 2019 году в Ингушетии удалось ввести в эксплуатацию ряд спортобъектов. Мы завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сакапши, завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Сырковском муниципальном округе, ФОК с плавательным бассейном. Также у нас была завершена процедура поставки футбольного поля с искусственным покрытием, это в Насырковском муниципальном округе, и также 2 площадки мы построили на Сыркоште и в Гамурджиевском муниципальном округе. Одна из главных задач министерства – увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас этот процент населения не превышает 23. Участники встречи считают, что к занятиям спортом важно привлекать и представительниц женского пола, путем постоянного контакта с общественностью задавать другую психологию отношения к спорту и здоровому образу жизни. Тут у нас очень большой резерв, где можно будет и для не то что создать условия, выработать совместно, опять-таки говорю,
вот варианты, при которых мы можем вовлечь в занятия физкультурой и женскую часть нашего общества. Всего в настоящее время в регионе функционирует 380 спортивных сооружений. Но и этого для нашего населения представители министерства считают недостаточным. Ингушетия занимает последнее место в СКФО по обеспеченности спортивными сооружениями. В большинстве из них тренировочные процессы ведутся в 3 смены с превышением установленного норматива. На встрече обсуждают и планы на спортивное будущее республики. В 2020 году запланировано строительство ФОКов и строительных площадок. В них предусмотрят условия и для людей с ограниченными возможностями, ведь число желающих заниматься спортом среди них с каждым годом увеличивается. В текущем году у нас запланирована реконструкция, строительство спортивной базы в сельском поселении Мужичи. Это будет современная база, которая сможет принимать спортсменов самого высокого уровня. Также планируют уделить особое внимание строительству футбольных площадок. Считают, что это в целом поспособствует развитию футбола в регионе. Фанатов этого вида спорта, да и просто желающих погонять мяч среди подрастающего поколения с каждым годом все больше. Футбольные поля для населения – это открытые футбольные поля. Все желающие, кто захочет поиграть в футбол или побегать на этих же беговых дорожках, свободно могут посещать. Это для наших детей, для нашего населения, чтобы люди занимались, были здоровы, вели хороший образ жизни. За последние годы ингушские спортсмены делают успехи в различных видах спорта, а некоторые из них, например, хоккей, спортивная гимнастика, грэпплинг, для республики относительно новые. Министр спорта отметил необходимость уделять побольше внимания игровым видам спорта. Если раньше для их развития не было специализированных объектов, то сейчас намерены создать все необходимые условия. Мы планируем развивать такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, как мужской и женский баскетбол, также и волейбол, и шахматы, и, конечно, хоккей, который у нас набирает каждый день оборот. Всего на реализацию мероприятий регионального проекта в сфере физической культуры и спорта до 2024 года понадобится более 3 миллионов рублей. Диана Дударова, Майербек Миржоев, Новости 24. В Малгобекском районе реконструируют дорогу, ведущую в отдаленное селение Вежери-Юрт. Многие годы она служила автолюбителям, и состояние давно пришло в упадок. Как меняют строители эту артерию, расскажет наш корреспондент. Вежери-Юрт – село с населением в 1000 жителей, и расположено оно у подножия северного склона Терского хребта в Малгобекском районе. Поселение с районным центром соединяет дорога из гравия протяженностью 12 километров. Со дня основания в 1984 году она была неизменной. Владельцам автомобилей из-за неровных покрытий приходится часто менять детали автомобиля, так как кочки и камни приводят ходовую часть машины к преждевременному износу. Но это не все прелести гравия. Например, для мезофоба путь в ближайший город становится нервным испытанием из-за облаков пыли и грязи во время езды, а в пасмурную погоду трасса становится подобна бездорожному треку. Проблема существовала более 30 лет, и уже через 4 месяца о ней все забудут. Строительная бригада из 25 человек уже 4-й день трудится над укладкой нового асфальтобетонного покрытия 4-й категории. Отдельные участки дороги поделили между несколькими группами техники. В одну из них входит 2 самосвала – бульдозер и каток. Самосвалы, в свою очередь, завозят балластное покрытие. За ним уже бульдозер распределяет кучу из смеси земли и камня равномерно по полотну. И только потом за дело берется 22-тонный каток, который мощным цельным колесом при помощи вибратора прессует гравий до твердого состояния. За всем процессом следит помощник мастера Рашид Кациев, который работает в дорожной сфере 14 лет. На счету у него 30 вовремя сданных объектов разной сложности. А самым трудным участком, по его мнению, из-за горного рельефа была реконструкция дороги Алкун-Джейрах. Но и там он справился без проблем. На данный момент его задача состоит в ювелирной работе – создать специальный угол наклона. Делаем сейчас поперечные уклоны, выравниваем, делаем виражи, чтобы машину не занесло. Это сейчас под асфальт просто готовим. Еще надо нивелиром прогнать, и все.
отметки сделать. Виражи – это когда наклон на поворотах направлен к центру вращения. Подобная технология используется в кольцевых гонках NASCAR. Такой подход к укладке дает преимущество при поворотах на скорости, не превышающей заданное ограничение при резких маневрах на повороте. Сила притяжения не даст машине скатиться на обочину, что делает асфальтовое покрытие безопасным. А для лихачей и людей, игнорирующих правила дорожного движения, рабочие поставят в опасных местах дороги отбойные ограждения для предотвращения опрокидывания машины в кювет. У нас проектом предусмотрено устройство двухслойного основания СПГС толщиной по 15 сантиметров каждый слой. На данном этапе мы отсыпаем первый слой основания СПГС, затем будет отсыпан следующий слой основания, затем в последующем будем асфальтировать уже дорогу. 12 тысяч метров асфальтобетонного покрытия толщиной 8 сантиметров и шириной 7 метров, 6 километров барьерного ограждения и благоустроенной обочины шириной от 1 до 2 метров предстоит строителям сдать уже в конце июля этого года. Застройщик заявляет, что справится в срок. Преимуществом быстрой работы на данном участке является менее загруженный трафик, да и погода благоволит. Новое покрытие станет подарком не только для жителей Вежари-Юрта, но и других прилегающих сел, имеющих также проблему отсутствия асфальта, соединяющего их с центром. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Майырбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.